завозят говядину, вот, которую вы сказали, халяльная колбаса. Колбасу делает у нас там какую-то микроскопическую часть, добавляет говядины. Но говядины какой? Говядина блочная из Индии, буйволятина, там, из Бразилии. Аргентина, да, еще говорят? Аргентина, где они скрещиваются, зеба, да, вот со всеми этими животными, да. И там и убой не халяль. И сами животные не халяль, это почти полудикие животные, да. И вот это блочное мясо у нас вся переработка сидит. Вот видите, да? А дальше у нас сегодня происходит драма. Эта драма опять, основной у нас рынок демпингует коровняком. Что такое коровняк? Который я выше озвучил, мегафермы Белоруссии и России, оттуда выходит очень много коровняка. Коровняк, что такое коровняк? Это вот корова, там буквально живет 4-5 лет. Она всего 2 или 3 раза телится. И после отела с них молоком выдаивают все. Все, что есть здоровое в их организме, они комбайны, они отдают все в молоко. Представляете, в конце своей жизни, на 5-й год, вот эти коровы не могут стоять на своих ногах. Потому что у них с костей вымыло весь кальций для молока. То есть я не говорю про мясо. У них все, что было полезное, они отдали. И в советское время вот это мясо после молочно-товарных ферм называли собственным именем. Она назывался ветеринарный брак. И вот этот ветеринарный брак под коровняком сейчас буквально захлестывает рынок Казахстана. Их у нас там десятками тысяч тонн, тысячами тонн завозят в страну. И этот коровняк стоит у нас на базарах. Даже не для колбасы, а прямо на базарах продают? Для колбасы это дорогой роскошь. Ее цена 1000 тенге. Вот этого коровняка, который отдают, да, ее цена $2. 1000 тенге она у нас заходит, и она стоит на рынке, стоит так же, как наше фермерское мясо. И когда покупателю говорят, давай я тебе это мясо уступлю, да, и скидывают 200, 300, 500 тенге, это потенциальный коровняк. Наш фермерское мясо ставят для витрины, для показухи, пакуют и продают коровняк. И поэтому вот этот коровняк на сегодня в детских учреждениях, в школьных учреждениях, в больницах этот коровняк. Те, кто выиграли тендеры, они, они гарантированно знают цену. Ее цена 1000 тенге. И вот мы сейчас, опять говорю, мы губим здоровье нации. Об этом никто не думает, не заморачивается. У нас нету лабораторий, которые может различить коровняк от того. У нас нету инспекторов на границе, которые на совесть готовы отбиться от этого. Нельзя впускать в страну это мясо.